Проект держбюджету 2021 – основні показники. Доходи – 1 трильйон 92 мільярди гривень. Видатки – 1 трильйон 328 мільярдів гривень. Дефіцит державного бюджету – 246 мільярдів гривень або 5,5% від валового внутрішнього продукту. Мінімальна заробітна плата – 6 тисяч гривень на початку року зі зростанням до 6,5 тисяч до кінця року. Граничний обсяг державного боргу – 2 трильйони 544 мільярди 898 мільйонів гривень. Граничний обсяг гарантованого державою боргу – 350 мільярдів 489 мільйонів гривень. И вот прежде чем перейти к обсуждению проекта бюджета на следующий год, поговорим о ситуации с бюджетом в этом году. Дефицит почти 300 миллиардов гривен. Транша МВФ, на который рассчитывало наше правительство, нет. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась? В целом нужно сказать, что ситуация в финансовом секторе нашего государства действительно очень непростая. Все связано с тем, что у нас попросту нет денег. Если предыдущие кабмины говорили о том, что у нас есть какой-то там экономический рост, у нас есть резервы финансовые, то на сегодня они все сгорают. Понятно, что есть ситуация мировая. Это кризис, вызванный ковидом. Но в то же время мы помним, что экономическое развитие вместе с ним и зарабатывание, попросту говоря, денег закончилось еще при правительстве Гончарука, в тот момент, когда никакого ковида не было. В связи с этим возникает один вопрос. Чем занимаются два последних правительства? Это Шмыгаля и Гончарука. Те результаты, они, по-моему, когда Гончарук заходил на должность, он обещал нам в течение 5 лет рост ВВП в 40%. Сегодня мы видим сокращение. В связи с этим возникает очень много вопросов, в первую очередь, к Зеленскому, потому что он лично есть гарантом тех людей, которых он приводит на должности. Ну, просто нет денег, это же не совсем просто. Почему их нет? Их нету, потому что украинская экономика не работает в той мере, в которой она должна это делать. В чем основные ошибки правительства? Смотрите, у нас довольно в одном моменте и простая, и сложная ситуация. У нас есть кучу законов, которые не позволяют бизнесу нормально развиваться. За счет этого у нас такая ситуация. Если говорить о среднем бизнесе, который формирует, допустим, бюджеты многих европейских стран. Когда мы говорим о монополиях и о крупном бизнесе, это олигархи, которые пришли в 90-х, в начале нулевых, и они на той материально-ресурсной базе, которая была в государстве ранее, сколотили свое состояние. Но в то же время не модернизировали эти предприятия, создают неравные правила игры, и за счет этого рынок не развивается и не приносит денег и дохода в государство. Но это вы описали историю вообще формирования нашей экономики. Мы же говорим о конкретном правительстве. Дело в том, что мы в такой ситуации не были при предыдущих кабминах. Да, действительно не были. У нас был поступательный, но экономический рост. Сегодня мы видим, что действительно происходит сокращение. Если говорить конкретно о каких-то вещах, то у нас нет ни стратегии, ни программы развития, нет поддержки бизнеса. И за счет этого он не развивается, и мы недополучаем денег в бюджет.